Исписанная аккуратным почерком тетрадь – это не просто предложения, сложенные в захватывающую повесть, а часть истории. Ветеран Великой Отечественной войны Валентина Шульгина записала сюда все свои воспоминания о далеких и тяжелых днях Второй мировой. Давно отгремели бои Великой войны, а со времен битвы под Сталинградом прошло уже 78 лет. Но Валентина Ефимовна хорошо помнит те события. Ну разве можно забыть? Не только я, весь народ вспоминает эту Сталинградскую битву. Это было такое время, что Сталинград, когда по Сталинграде мы победили и пошли дальше на Курско-Орловскую дугу, то весь мир понял, что уже немцам не бывать в стране, что немцы уйдут. И они обязаны уйти были, потому что их мне не дали пощады. В Омске формировалась наша дивизия 62-я, Чуйкова, 284-й полк. Я была командиром взвода санитарного взвода. Из Омска Валентину Ефимовну и ее друзей направили в Сталинград. Почти сразу же они оказались в центре ожесточенных боев. Мы еще не успели развернуться, как нас уже немецкие бомбардировщики накрыли своей стрельбой. И, значит, и вот так начались, на моих глазах умирали женщины, дети, старики. Все это отлагалось раньше в нашей памяти так. А нам, женщинам, было очень тяжело, девушкам, потому что мы вытаскивали по 120 человек раненых в день. Да еще кроме этого мы еще должны были раненого вытащить, еще его карабин, потому что это еще мало было. И так шли наступательные бои, оборонительно-наступательные бои. Немец рвался в бой, но и мы не отступали. Бойцов, которые легли на дне Волги, не счесть, рассказывает Валентина Ефимовна. Она и ее взвод были переброшены на другой берег Волги к Мамаево-Кургану, где они оказались лицом к лицу с врагом. Ожесточенные бои шли день за днем, пока не пришла помощь. Когда пришли «Катюши» к нам пришли, вот, значит, и приехал... Громов был такой раз, Громов был командующий. Значит, они уже, немцы, поняли, что им надо уходить. Но вели все равно ожесточенные, страшные ожесточенные бои шли. Все время, день и ночь, все время это непрерывно. И в конце концов немец пошел отступать. Даже несмотря на то, что немец понимал, что он проиграет эту битву, сдаваться он не собирался, вспоминает Валентина Ефимовна. И все же враг отступил. Бои были очень кровопролитные. Очень много людей погибли за эти месяцы. Но Валентина Шульгина и в этом ужасе находит теплые воспоминания. В моей памяти на всю жизнь осталось, когда перед уходом уже из Сталинграда, 42-й год, нам подарили маленькие посылочки. И в этой посылочке были варежки от бабы Маши. Фамилию я сейчас уже не помню ее, но эти варежки согревали меня всю до самого Берлина. Я прошла Курско-Орловскую дугу, Польшу, Венгрию, Чехословакию, а потом перед самым взятием Берлина нас перебросили в Калининград. Тогда-то не Калининград был, это немецкий город. Такие были там укрепления. А оттуда за одну ночь нас кинули на Берлин. И там взятие Берлина. Там моя подпись есть на доске, на этой самой. Сейчас уже, может быть, нету. Стерли все уже это самое. Я думаю, что есть. Да, я была после войны один раз в Берлине. Отправляли меня через военкомат. Увидели свою подпись? Тогда видела. В Абхазии Валентина Шульгина живет с 1973 года. Она переехала сюда вместе с мужем. Здесь у семьи родились двое детей – сын и дочь. Сын и муж уже ушли из жизни. Дочь и внуки навещают ее часто. Приходят каждое утро и вечер. Уехать из Абхазии Валентина Ефимовна даже не думала об этом. Абхазия – это родина моя. Я считаю Абхазию своей родиной. Я уже здесь прожила всю жизнь.
Утро у ветерана начинается с маленькой зарядки, а затем огород. Зелень, помидоры, лимон, яблоня и айва. Это все Валентина Ефимовна посадила сама и ухаживает за деревьями тоже сама. А ведь в ноябре она справит свой 100-летний юбилей. Несмотря на мирное время, сегодня Валентина Ефимовна говорит, что и после войны она жила войной. Битву под Сталинградом вспоминает часто. Сейчас Сталинград, Волгоград, цветущий город, рассказывает Валентина Ефимовна. Последний раз она была там в 2013 году. Воспоминания о каждом визите в этот город записывает в эту тетрадь. А еще в дневнике Валентины Ефимовны стихи. И они тоже о войне и о мире. Война – это несчастье для народа. В ней гибли наши лучшие сыны. Победу ждали мы 4 года тяжелой, изнурительной войны. Мы верили в землянках и в окопах. Придет она, победная пора. Нас не страшили вражеские бомбы, нас не странили вражьи лагеря. Гугут Савардания, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение.